Якутская делегация, в состав которой вошли представители автобусных перевозчиков Якутска, побывали в самом крупном автобусном парке Москвы. Автобусный парк номер 17 включает в себя 436 новейших автобусов российского производства и имеет контракт жизненного цикла, рассчитанного на 7 лет. В 2016 году на приобретение автобусов потрачено порядка 7 миллиардов рублей. Все автобусы в обязательном порядке оснащены системой видеонаблюдения, системой безопасности и климат-контролем. Всего в Москве 22 подобных автобусных парка. Каждый из них в среднем перевозит до 40 миллионов пассажиров в месяц. Якутская делегация особый интерес проявила к сервисному центру обслуживания подвижного состава. Что скажем, отличный автобус, новый, единственное, на подвеску посмотреть. А так, как бы там, рабочее место водителя вообще в идеале. Все культурно, все компактно, все удобно. Все есть, все оборудование имеется, которое необходимо под рукой. Якутский дивизион автобусы группа ГАЗ пообщались на тему, какой вид автобуса устроит наших горожан и выдержит наш суровый северный климат. Одно явно. Нам нужны просторные светлые автобусы, отвечающие запросам всех категорий граждан и требованиям правил перевозки. Дивизиону группы ГАЗ есть что нам предложить, а нам есть чему поучиться у столичного перевозчика. При создании контракта жизненного цикла основная задача стояла – это обслуживание населения, обслуживание жителей и гостей столицы, поэтому здесь максимально были внедрены и как в подвижной состав, также и в сервис параметры, которые необходимы были их выполнить. Каждое утро, выезжая автобусы на линию, должны были выглядеть в идеале, они так и есть на самом деле, должны быть чистые, опрятные, теплые. И здесь зависит не только от водителя, но и от сервиса и выполнения работ, которые прописаны регламентом завода-изготовителя. Поэтому в комплексе, чтобы это работало, здесь задействована как эксплуатация, так и сервис основное. Почему? Потому что если автобус исправно работает 365 дней в году, всего лишь находясь на сервисе порядка 10-12 дней за год на регламентных работах, естественно, что он исправно работает на линии, он теплый, он светлый, в летний период он оснащен с климат-системой оборудования, поэтому пассажир готов в него идти, готов платить за проезд и чувствовать себя с комфортом в этом автобусе. Поэтому специалисты всех, как сервисного центра, так и парка, произвели обучение на новом подвижном составе, рассказали регламент работы основной, все, и настроили взаимодействие. Настанет день, когда в Якутске в автобусах станет так же чисто, комфортно и, главное, безопасно, как и в московских. Мы находимся на площади Комсомольской города Якутска. Здесь сейчас идет представление 100 автобусов, я так понимаю, практически всех автобусов города Якутска, которая может решить проблему автобусного коллапса в столице Якутии. Это новый автобус типа ПАЗик, да? КВЗ. КВЗ? О чем отличие от старого? Старого много же. Есть кондиционер, еще этот котел есть. Котел, он для чего предназначен? Он быстро греет. То есть здесь тепло, да? Тепло быстро греет, да. А вот салон, я так смотрю, это такие 35 мест, мягкие сиденья. Мягкие сиденья. Газ, метан. Метан, да? Метан, евро 5. Разница есть между теми автобусами и те, которые сегодня? Есть, конечно. А какая? Но самое главное, сегодня вот не надо никаких дополнительных устройств, чтобы у нас люди с ограниченной возможностью могли как бы ездить на автобусах. Это самое такое. Второй момент,
у нас появился теперь система климат-контроля, которая у нас будет давать зимой тепло, летом прохладу. У нас теперь не будут открытых окон, и постоянно будет одна температура в автобусе поддерживаться. Ну, цена изменилась, конечно, но и здесь много очень новинок. Здесь уже дисковые тормоза идут и прочие другие там вещи, то есть те, которые идут в сторону улучшения. Сам салон, рабочее место водителя. Самый главный вопрос. Помните, мы с москвичами говорили о том, что опыт наших водителей будет применяться в серийном производстве, да? Было такое? Ну, кое-какие элементы, да, у нас прислушались завода-производителей, внесли в конструкцию, это утепление у нас крыши, боков, полов, то есть достаточно автобус очень получился теплый, герметичный, как раз, чтобы в наших условиях работать. Там отдельные резинотехнические изделия тоже изменили специально для нас, чтобы они не выходили из строя при низких температурах. Вторых стекол не будет теперь. Ну, лобовые они в любом случае будут, потому что от завода их нельзя ставить, то есть только у нас как бы, на короткий период морозов устанавливают. А боковые все стекла, они двойные, все стеклопакеты ставят. Как вам в Якутии работается? Вот мы встречались чуть ли не в 18 году, 4 года уже. И как вам вот с тех пор? Знаете, вот сотрудничество с республикой Саха-Якутия – это самое, наверное, приятное такое сотрудничество, потому что мы давно сотрудничаем, мы давно поставляем технику. Мы начинали еще с автобусов ПАС 3205 семейства. Это так называемый наш такой бестселлер, да, пазовский. Вот. Сейчас уже продолжаем сотрудничать по современным автобусам, новейшим. Вот. И самое главное, что нас радует, то, что наше сотрудничество только крепнет с годами и дает перспективу для дальнейшего там, движения совместного. Да? То есть мы сейчас уже обсуждаем, это уже по сути сделанный контракт, это уже сделанное дело, да, но на этом мы не останавливаемся. Мы уже начинаем обсуждать перспективы 23-24 года, в каком направлении мы будем двигаться, какими там будем располагать ресурсами, инструментами, чтобы, опять же, сделать покупку комфортной финансовой части для республики и чтобы мы могли, собственно, изготовить эти автобусы в том виде, в каком они потребуются для республики. И вот сегодняшний автобус, это их так много, да. Мне сказали, что это чуть ли не первый опыт, да, оттуда такое количество переправить за короткий срок, при этом, как у нас говорят, наступает весенний сезон, а у нас нет переправ, когда начинается. Это было сложно? Да, это было сложно. Мы столкнулись с определенными нюансами, связанными с работой РЖД. Но нам помогло то, что мы подстраховались и чуть раньше начали производить автобусы. Мы уже доставку начали несколькими вариантами, то есть мы включили РЖД, мы включили доставку тралами. Это нам позволило снизить риски по переправе как раз, то есть прибыть вовремя к этой переправе и осуществить вот доставку полного объема автобусов в срок, который был запланирован контрактом. И вот сегодня я разговаривал, да, с теми людьми, которые были тогда на вашем заводе, и мне сказали, что очень серьезное было сотрудничество в техническом плане, да? То есть вы как бы на опыте тех поставок делали какие-то новшества в автобусах, да? Было да, такое? Опять же, каждая поставка или каждая партия автобусов и каждый контракт – это тесное сотрудничество, прежде всего, с ЕПАКом, который был, скажем так, основным идеологическим, скажем так, основной идеологической единицей, которая формировала требования технические к автобусам. Мы их согласовывали вместе. У нас было несколько встреч. Они приезжали только 2 раза к нам в Нижний Новгород. Мы были на заводе и на ПАЗе, и на КАВЗе. И, соответственно, вот там в процессе уже технических вот таких видеоконференций непосредственно с конструкторами заводов мы вырабатывали эти технические параметры, которые были применены, реализованы на этих автобусах. На какой ваш взгляд, вот как, наверное, инженера, да, как любителя своего дела, вот, что у вас, вот, может быть, нравится вот в этих новшествах, может быть, того, что даже не ожидали? Есть там такой секрет, нет?
Основное направление, которое мы отрабатывали, это, безусловно, работа в сложных условиях зимы, когда минуса доходят до минус 50, минус 55, и наша задача была обеспечить, первое, техническую работу автобуса в этих условиях. И мы установили арктические баллоны на все автобусы до минус 65, они выдерживают температурный режим. Мы утеплили сами автобусы непосредственно, чтобы обеспечить комфорт пассажирам и водителю, который целый день на рабочей смене. Он должен ощущать себя комфортно, он должен не испытывать каких-то вот этих вот перепадов температурных при открывании дверей и прочее. Да, вот это все наша была задача, мы это реализовали. Я надеюсь, что зима первая покажет то, что мы справились с этой задачей на отлично. Вот. И мы при этом вот впервые предусмотрели комфортные условия для пассажиров, также и на летний период. Все автобусы они оснащены климат-контролем. То есть, по сути, летом будет работать система охлаждения. У вас лето короткое, но оно тоже жаркое. Поэтому это тоже необходимо было предусмотреть. Это вот впервые было реализовано для вашего региона вот такой параметр. Безусловно, такое событие, оно значимое, трудно переоценить его значимость. Такого масштабного обновления автобусного парка еще не было в истории города Якутска. Мы весь автобусный парк ЕПАКа практически обновили, и в дальнейшем будем уже продолжать работать для того, чтобы в принципе в городе не осталось старых автобусов. Сегодня у нас на городские маршруты в сутки где-то выезжает порядка 250 машин. То есть задача сводится к тому, чтобы в течение ближайших 2-3 лет полностью обновить весь автобусный парк. К 2023 году перестроить маршруты. Город поменялся, город вырос, новые места притяжения, много дублей, надо делать маршруты удобнее для граждан. Автобусы совершенно другие, нежели тем, которые сегодня мы ездим. У нас в городе Якутске из 499 автобусов, которые стоят в реестре, 275 машин имеют возраст больше 10 лет. То есть, по сути дела, у нас автобусы, которые подошли к отметке 11 лет, перешли, они не допускаются к линиям. А 10-летние автобусы, это, как правило, автобусы ФАЗ-54 модели, которые, по большому счету, рядом не стоят с теми, которые сегодня у нас автобусы выполнены с кондиционерами, уже с двойными утепленными стеклами. То есть не надо будет колхозить дополнительные печки, двойные окна. Уже в северном исполнении, а в летнее время с кондиционером. Я думаю, пассажиры оценят. Я думаю, все знают, каково ездить на машине с кондиционерами без жару в наших случаях. Спасибо. Насчет водителей могу сказать, что у нас сейчас ведется целевая работа с центром занятости. Мы выражаем огромную благодарность центру занятости. В части поддержки, то есть благодаря центру занятости сейчас 15 водителей обучаются категории D, это по программе. Соответственно, потом они целевое назначение будут прохождения работы в МУП ЕПАК. Сейчас происходит найм водителей по всем направлениям. Что касается комфортабельности автобусов, то могу заверить то, что зимой они будут теплые, летом они будут прохладные, так как кондиционеры установлены. С учетом всех наших требований и опыта эксплуатации, сейчас автобусы идут со стеклопакетами, с двойным полом и с дополнительными отопителями в виде печки. Ну и из новшеств могу сказать, что автобусы оснащены 8 камерами снаружи и внутри, что позволит регулировать все конфликтные ситуации, которые могут возникнуть в ходе перевозки пассажиров. Что касается эксплуатации дальнейшей, то автобусы, так как они газовые на метане, позволит существенно сэкономить на эксплуатационных расходах по горюче-смазочным материалам. И я заметил, да, что у вас 3 вида автобусов, и каждый автобус на что-то рассчитан. Это большинство, конечно, на внутригородские, да, но есть, вот я пазик заметил, с такими приятными сиденьями, а это для чего? Вот, так 10 скажем. автобусов сейчас выделены по линии Министерства транспорта, будет отыгран конкурс на межмуниципальные перевозки. 3 района сейчас первые пилотные выбраны, это Намский, Горный и Хангалас. Будем ездить Намцы-Хатырык, Магарас-Вердигестех и Покров-Смоксаволдах. То есть вот эти автобусы будут ходить. И просили задать вам вопрос, вы со школьными автобусами теперь будете связываться или это уже... Нет, мы также и работаем по школьным автобусам, то есть
сейчас будем подавать заявку на обновление школьных автобусов. Так у нас на предприятии 17 автобусов предназначено для перевозки детей. Желание горожанам сохранять позитивный дух, ну и стремиться к новому и к прогрессу. Потому что я считаю, что такой беспрецедентный случай, когда 100 автобусов обновляют, это показатель того, что государство развивается, несмотря на все беды. И могу сказать, что автобусы не импортные, именно российские. Это показатель того, что, в принципе, мы можем. Автобусы отличаются доступной ценой, простотой в обслуживании и выгодной стоимостью владения, высоким ресурсом кузова и силовых агрегатов, а также высокой маневренностью. Автобусы подобного типа имеют положительный опыт эксплуатации на улично-дорожной и погодно-климатических условиях Республики Саха-Якутия. Автобусы соответствуют требованиям перевозки маломобильных пассажиров. Слово имеет глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев. Уважаемый Евгений Николаевич, дорогие друзья, я искренне поздравляю всех вас с наступающим юбилеем нашей любимой республики, столетием республики, которое мы отметим послезавтра. И сейчас, в преддверии этого замечательного праздника, я очень рад присутствовать здесь на церемонии передачи ключей от 100 автобусов, которые закуплены как раз в рамках юбилейных мероприятий. Я благодарю Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, министра Мантурова Дениса Валентиновича, с которым мы в прошлом сентябре на Восточном экономическом форуме достигли договоренности о том, что будем обновлять общественный транспорт города Якутска. Он дал согласие на вхождение Якутска в эту программу. 193 миллиона рублей было выделено из федерального бюджета на субсидию по производству автобусов, работающих на компилированном природном газе. 120 миллионов выделил бюджет республики для первоначального лизингового платежа. И сегодня вот 100 автобусов здесь уже в городе Якутск. Это на самом деле очень серьезное обновление автобусного парка города Якутска. Таких у нас никогда и не было раньше, хотя мы делали достаточно серьезное обновление. Но чтобы сразу 100 автобусов, причем экологически чистых, работающих на природном газе, приспособленных уже и для маломобильных наших сограждан, отвечающих тем требованиям, которые сегодня уже у пассажиров есть к общественному транспорту, такого пока еще у нас не было. Это только начало пути. Я уверен, что уже в этом году появится и новая система управления транспортом города Якутска, появятся новые маршруты, появятся единые билеты. То есть будем делать все, чтобы общественный транспорт в столице нашей республики был более доступен. И, конечно, я рад, что ряд автобусов уже начнет курсировать на межулустных перевозках, и в ближайшее время жители Бенгестяха, Покровска, Моксоулоха, Намцев уже смогут на этих прекрасных автобусах уже приезжать и уезжать из столицы нашей республики. Я благодарю всех, кто участвовал в этом проекте. Уверен, что эти автобусы послужат для улучшения жизни в нашей столице. И, конечно же, пользуясь случаем, хотел бы поздравить всех вас и в вашем лице, всех жителей города Якутска с наступающим нашим праздником, с юбилеем нашей республики. Всем добра, здоровья и счастья. С праздником! Начинаем торжественную церемонию вручения ключей от новых автобусов. Вручает глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев. Ключи от автобусов вручаются Валерию Афанасьевичу Домотову,
директору муниципального унитарного предприятия «Якутская пассажирская автотранспортная компания» городского округа город Якутск. 35 единиц ключей. Ключи от автобуса вручаются Андрею Владимировичу Косицкому, директору некоммерческой организации «Союз автоперевозчиков города Якутска». 35 единиц ключей. Ключи вручаются Спартаку Вячеславовичу Шульгину, главному инженеру муниципального унитарного предприятия «Якутская пассажирская автотранспортная компания» городского округа город Якутск. 30 единиц ключей. Слово предоставляется главе городского округа город Якутск Евгению Николаевичу Григорьеву. Очень важный день для всех горожан. Сегодня мы получаем 100 новых автобусов, которые в ближайшие дни, в течение мая, уже выйдут на городские и межгородские и межмуниципальные перевозки. Наша радость очень большая. Мы сегодня к этому дню шли в течение практически всего года, готовясь, просчитывая. Без поддержки Айсена Сергеевича этот проект был бы нереален. Значит, его возможности в решении вопросов с федеральным министерством для включения в субсидию, для выделения первого платежа. Мы большой работой с командой депутатов Якутской городской думы приняли бюджет, и в течение 6 лет будет выплачиваться лизинговый платеж за 55 автобусов. В целом, по задаче, поставленной главой республики, мы работаем по комплексной схеме обновления всего автобусного парка, автобусных маршрутов, а также благодаря поддержке Алексея Сергеевича мы с прошлого года строим теплые остановки в едином стиле, эксплуатируем их через наше предприятие. Я поздравляю всех нас, это замечательный день для нас. С юбилеем, с наступающим, хорошего настроения. Спасибо. Поздравляем руководителей организаций, осуществляющих перевозку пассажиров по городским и пригородным маршрутам с получением новых автобусов. Желаем дальнейших успехов в работе во благо развития и процветания нашей республики, сохранения и укрепления здоровья населения.